2021 год в борьбе с ковидом оказался наиболее сложным. С первых слов к главной теме. В минувшем году республика пережила 2 подъема заболеваемости – летом и осенью. Самая большая волна была в ноябре. Причина – более заразный штамм Дельта. Как отметили, в прошлом году ковидом болели в 2 раза чаще, чем в 2020-м. В 3 раза больше – дети. Отличительными особенностями распространения COVID-19 в 2021 году стали снижение доли бессимптомных форм болезни почти в 4 раза, увеличение доли тяжелых случаев на 22%. При этом эпидситуацию в республике удалось удержать под контролем и добиться быстрой стабилизации после роста заболеваемости. Во многом благодаря введенным ограничениям, в том числе QR-кодам. Благодаря этому все образовательные организации продолжали работу в очном формате. Работа предприятий не приостанавливалась. Летние лагеря работали в штатном режиме при большем количестве детей. Была разрешена работа и учреждений культуры, и предприятий общественного питания. В прошлом году не прекращались проверки бизнеса и предприятий на предмет нарушения антиковидных мер. Так, по итогам 2021-го количество выписанных протоколов возросло почти в 3 раза. Общая сумма штрафов превысила 19 миллионов рублей. Работа продолжается в тесной связке с Минздравом. Так, в пик заболеваемости в Татарстане было развернуто 62 временных инфекционных госпиталя на 7 тысяч коек. Сейчас часть медорганизаций работает в обычном режиме, но готовы к новой волне. На борьбу с омикроном мобилизованы 6 тысяч врачей первичного звена и 1500 студентов-медиков. COVID-19 никуда не уходит. Новые штаммы, новые волны держат нас в неопределенности, существенно корректируя намеченные планы. С этого года Татарстан начнет самостоятельно определять штаммы коронавируса. Сейчас образцы везут в Саратов. Открытие нового центра позволит сократить сроки тестирования. В декабре 2021 года получено 70 единиц высокотехнологичного оборудования на общую сумму около 48 миллионов рублей. И уже в этом году мы сможем самостоятельно расшифровывать первичные последовательности ДНК различных вирусов, в том числе вируса COVID-19, то есть определять конкретные штаммы. Как отметили, единственный способ борьбы с инфекцией остается вакцинация. По итогам прошлого года в республике не удалось достичь заветного 80% коллективного иммунитета. Сейчас привиты 75% татарстанцев. Среди пожилых этот показатель еще ниже – 66%. Мы столкнулись с противодействием организованных групп антиваксеров в социальных сетях. Несмотря ни на что, мы продолжали информировать наших жителей о сложившейся ситуации на различных информационных площадках, агитируя взрослое население вакцинироваться. На этот год в приоритете должно быть обеспечение качества питьевой воды. В республике каждый 5-й подземный источник не отвечает санитарным требованиям. Ухудшилась ситуация в Тукаевском и Менделинском районах. Лидер антирейтинга Муслюмова, где вода на 100% не соответствует нормам. Принять исчерпывающие меры – задача от вице-премьера. По итогам коллегии в рамках решения будет ряд поручений министерствам, ведомствам, а также муниципальным районам в части обеспечения той самой качественной питьевой воды для жителей муниципальных районов. Мы должны в течение этого года, конечно, добиться позитивных изменений на каждой территории, в каждом муниципальном районе. Пандемия спровоцировала отток кадров. Нагрузка на эпидемиологов выросла в 3 раза. Сегодня укомплектованность кадрами самая низкая за последние 10 лет. Чтобы решить проблему, специалистов будут обучать в Казанском медколледже в рамках целевого набора. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.